Замечательные отверстия, чтобы цеплять трос, чтобы можно было вытянуть вторую машину. Без такого автоснаряжения на камчатских дорогах и делать нечего, говорит Артем. Машину покупал еще в 90-е. Он бизнесмен, возит туристов, а на колесах попроще здесь далеко не уедешь. Автомобиль со всеми этими обвесами ставил на учет ГИБДД, проходил не раз техосмотры, но недавно ему вдруг заявили: с машины все снять и вернуть ей заводской вид, иначе выезд на дорогу заказан. Для меня это очень дорого, привести машину в стандартное состояние, это около 100 тысяч. У меня нет таких денег, машина – это мое единственное средство заработка. ГИБДД Камчатки взялась за так называемые машины-новоделы, дескать, они небезопасны на дорогах. Техрегламент, по которому тюнингованное авто в России под запретом, заработал еще год назад. Разъяснений по работе с такими вот дорожными внедорожниками у полицейских не было. Они это и сами признают. А Камчатка – край таких машин. Теперь, когда все бумаги до адресата дошли, поясняют, такие машины будут тормозить, фотографировать и передавать дело дальше, чинам на местах. Там водителю выписывается требование о том, что данное транспортное средство он не имеет права эксплуатировать, и о том, что в течение определенного количества времени ему необходимо это транспортное средство привести в соответствие. На любые переделки авто теперь нужен сертификат. Те машины, что в заводской вид не привезти, обещают сразу снимать с регистрации, забирать номера. Александр Зенин – хозяин как раз такого автомобиля. На нем он не раз участвовал в официальных автопробегах. Все дополнительные детали к машине приварены, их не снять. Мужчина уверен, государство ввело новые правила, чтобы на них заработать. Это просто, по-моему, лишний повод с народа денег выкачать. Что сертификат с машину подогнать, только одна бумажка стоит 10 тысяч. Хороший вопрос, машин таких много. Таких машин с лебедками, незаконно большими колесами, бамперами на камчатских дорогах тысячи. ГИБДД официально заявляют, это 90% от всех зарегистрированных на полуострове транспортных средств. Возвращать им заводской вид, говорят здешние автомеханики, дорого и нелогично. Но чиновник не автослесарь, ему этого не понять. С нашими погодными условиями Камчатки каждую осень мы не ездим, а машины плавают у нас. И многие легковушки, не только легковушки, получают гидроудар. Водители уже устраивали общий сход. Они просят власть войти в их положение и отойти от федерального регламента. Разрешить сертификацию их машин уже постфактум переделки. Водители готовы за нее платить. Это точно дешевле, чем заново перестраивать автомобиль. Люди хотят все зарегистрировать изменения, внесенные в конструкцию их транспортного средства. Причем на законном основании. Но пока система на этом вопросе буксует. Регламент принят, и откатиться назад в своих решениях чиновники вряд ли смогут. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени».